Итак, с нами прекрасный человек, знаю очень много годы. И, знаете, порой мы знаем людей, слышали про них, но очень классно, когда представляем от него, будем слушать. Брат Рафаэль, я как себя помню, я тебя помню. Это в христианской моей жизни, в принципе. Когда я покаялся, ты был таким авторитетным человеком, говорили, брат Рафаэль из Ванадзора, такой авторитетный звучал. И дело в том, что я уже больше 30 лет верующий, все это авторитет, все остается. Брат Рафаэль из Ванадзора. Когда же ты покаялся? Я вообще-то был верующим с детства, потому что родился в католическом семье. У меня мать, отец был католиком. Ну, это мама, здесь мало католиков. Да, мама православная, а я протестант. То есть интернациональная семья у меня была. Такая семья. Да. Мама православная, папа католик, а ты протестант. Да. Но они не были покаянные, конечно. Но я уверовал, когда мне было 16 лет. То есть я покаялся и получил рождение свыше, когда мне было 16 лет. Да, это уже 53-й год идет. Сейчас мне скоро 53-й. 53-й год. Скоро мне будет 69. Знаете, я еще вообще не существовал. Я родился в 66-м году, но покаялся еще хуже. Вы уже были верующие. Скажите, пожалуйста, вот то время, когда вы покаялись, какая церковь была? Она же, вот я уже покаялся, такой, знаете, церковь пятидесятников, большая, хорошая. Такой, брат Рубик вчера сказал, что под одно дерево помещались все церковь. Какая была церковь? Когда я уверовал, я думаю, где-то пятидесятники во всем Армении, где-то 50 человек, чуть больше. Не было. Но я помню, что две большие волны пробуждения проходили, когда вот первая волна, несколько сотен стали несколько тысяч. Это за которое время? Несколько сотен стали несколько тысяч? Да, это, наверное, знаете, до 85-6 вот этих годах. А после землетрясения прошло такое великое уже пробуждение, потому что по неофициальным данным где-то больше 40 тысяч людей погибли после землетрясения, а по официальным 25 тысяч, да. И я чувствовал вроде вот такое ощущение у меня, что Господь Иисус шел по городам и по селам Армении, потому что ноги Господа Иисуса спешат туда, где скорбь, страдания, мучения. И после этого уже несколько тысяч стали несколько десятки тысяч. Да, я покался сам так. Да. Я сам покался после землетрясения из этого волны. Да. Хорошо, брат Рафаэль, а ты вообще, когда был рукоположен, сколько тебе лет было, когда тебя рукоположили как служителя? Так как я вырос в консервативном пятидесятническом церкви, тогда не рукополагали, если у тебя нет жены. Я позже женился. Да, это был обязательный критерий, что ты должен был женатым быть? Потому что должны были принимать исповедание, да. И так как я не был женат, мне рукополагали попозже. Те, которые уверовали через меня, они раньше рукополагались. Уже больше 40 лет, что я как служитель служу. 40 лет ты больше служитель? 40, да. Слава Господу. Как пастор. Брат Рафаэль, такой вопрос. Я когда стал служителем, потом началась наша церковь, в принципе, в нашей церкви был человек 50, может быть. И я помню, конечно, это в последнее время критика телевидения, все, но тогда была критика церкви, пятидесятников, все это самое. И вдруг ты, будучи епископом, рискнул меня пригласить в вашу церковь. Я с женой приехал, я помню, моя жена косынку одела этот день, и я проповедовал. Тебе достался за это или нет? Скажи, пожалуйста. Искренне говоря, нет, никаких намеков не было. Я просто хотел показать в нашей церкви, что служители Слова жизни такие же христиане, рожденные свыше, имеют помазание, они такие, как мы. И мы должны дружить, должны иметь больше, знаете,
обширное. А как так получилось? Вот братский совет, ты член братского совета, все критикуют, а ты думаешь, что вы нормально, еще приглашаешь. Как ты так по-другому? Как-то это Ванадзор далеко или ты далеко? Ну, знаете, я с детства изучал таких очень великих проповедников, король проповедников Чарльза Сперджена, читал его проповеди, знал, что он баптист. И я не мог не верить, что он тоже дитя Божие. И все деноминации, даже я сейчас тоже так думаю, и в католической церкви, и в православной церкви, и в апостольской церкви, все течения, которые существуют, где имеется рождение свыше, все рожденные свыше, они наши братья и сестры во Христе. Вот этому мышлению ты пришел, потому что папа был католик, мама православная. Может, это тоже повлияло. Скажи, пожалуйста, я знаю, что, ну, может быть, во время проповеди скажешь или как, но я знаю, это была когда первая волна пробуждения, вот когда 50 человек, вы же все из физмата? Да. Это было пробуждение физмата? Да, можно так сказать. Потому что когда я покаялся, все проповедники были из физмата. Как это произошло так? Ну, мне было 14 лет, когда мой отец сказал, что в Ереване при Государственном университете открылась физико-математическая школа. Там академик Шагинян открыл, до сих пор эта школа действует. И сказал, что те, которые хорошо учатся, они должны попробовать экзамены сдавать. Ну, я хочу сказать, что очень строго там было экзамены, очень строго. Мне было всего лишь 14 лет, сказал сынок, а я 6-й и последний ребенок в нашей семье, притом все любили меня в доме. Хотя, когда уверовал, все стали против меня. Да. И вот я попробовал, сдал экзамен, и слава Богу, чудом. Я думаю, что были такие, что лучше меня, может, знали математику, физику. Я не знаю. Но некоторых я знал, что они исключились, не смогли попасть туда. Но и в первые годы даже, тогда, в первые годы нас лекции читали лектора университета. С 14 лет я их знал. Даже имел честь дважды слушать лекции академика Шагиняна, который был учителем Мергеляна, Тербашяна, академиков. Они все академики, да. Я дважды слушал его вот эти. И вот тогда прошла такая волна Духа Святого. Это открыли, я думаю, что эта идея не Шагиняна, это была идея нашего Господа. Он из разных городов, из разных сел собрал туда таких талантливых человек, но я самый скромный был среди них. Да, это все скромные люди так говорят. Да. И, значит, и там сошло Дух Святой. И произошло такое пробуждение. Десятки парней там начали молиться. Крещение получили Духом Святым там. И там получилось такое, что позвонили и сказали, вы что там натворили? Вы открыли при Государственном университете физико-математическая школа или духовная семинария. Да. И там выгнали директора. Ну, меня исключили как евангелиста там, когда мне было 17 лет. Да. Ну, брат Рафаэль, конечно, все знают тебя как епископа, проповедника, ну, как руководителя объединения. Но я-то знаю, что ты при этом очень умный человек, ты ученый. Никто почти не знает, что ты ученый. Ты был депутатом государства уже сколько лет, организовал много вещей, а теперь несешь духовную ответственность. Ну, как тебе такие переходы? Ученый, депутат, духовная ответственность? Знаете, я, когда эта атеистическая система разрушилась, я думал, что надо все слои общества ошажать, или, как говорят, духовными ценностями, христианскими ценностями. Наполнили были духовными да. ценностями. И я думал, что
вот в нашем городе знают, что я не сектант. Они знали про меня и избрали меня только потому, что знали, что коммунисты, прежние КГБ, мне много раз так, газеты очень много печатали. Ну, я думаю, сегодня чуть расскажешь про этого, да? Об этом. Ну, знаете, дорогие братья и сестры, уже наш дорогой пастор Артур там в кабинете говорит, ты больше свидетельствуешь, чем проповедуешь. Но я постараюсь совместить, если разрешите меня. Но потому что наша конференция весь наполнена свидетельством, что победили через свои свидетельства. Ну, конечно, будьте свободны, делайте как хотите, пусть Господь везет вас. Просто у меня вот такой вопрос к ученым, да, вот если вы ответите мне не как пастор, а как ученый, почему очень многие ученые закрыты для Бога? Потому что все наука показывает адрес Бога. Я очень извиняюсь. Я не согласен таким. Серьезно? Это точно, хорошо? 100%. Потому что самые великаны, самые знаменитые ученые, они были или идеалистами, или преданные христианины. Можно очень много, я пример могу принести. Сам Исаак Ньютон был верующий. Не, я имею в виду современные ученые. Ах, современные. Ну, знаете, и среди современных ученых тоже немало. Но вот мы имеем здесь свет, да. Мы должники Фарадея. Он был пастором Фарадея. Макс Борн был... Вы прочтите, пожалуйста, его книгу. Это «Мои взгляды» и «Моя жизнь и мои взгляды». Есть у него книга. Очень интересно. Они многие покаянные верующие. Паскаль был проповедником, и современная цивилизация в долгу Паскаля. Я современных ученых тоже знаю, даже среди армян. Генер Дурьян, очень популярный ученый, он тоже покаянный проповедник, в нашем церкви тоже проповедовал. Я не согласен. Я когда вот работал, у меня тоже были научные труды, да, и они печатались и в Европе, и в Москве, и, естественно, и в Армении. И я общался. Там наш институт, где я работал, это был головной институт по СССР. Потому что мы продукты наши употребляли в космонавтике, в авиации. И там очень много евреев, украинцы, русские. Я в армии не служил, дорогие друзья, потому что мой отец сказал, если тебя заберут в Красную армию, Красная армия станет белым, давай, я не пущу тебя туда попасть. Да, и я не служил. Я только вот на русском учился, общаясь с этими евреями, с этими русскими украинцами, там в институте, где я работал, да, а там тоже были тайком верующие. Я среди них тоже говорил, и притом немало говорил, если будет возможность. Ну, слава Богу. Да. Я, если честно, очень рад, что вы со мной не согласны. Да. Потому что это мне радует, что есть среди ученых много спасенных людей. Хорошо, такой короткий вопрос, короткий ответ. Такое бремя, которое вы несете, потому что я часто бываю в вашем офисе и вижу звонки, целое объединение за вами идет, много пасторов, много всего. Бывает такое искушение оставить служение вообще, пойти на пенсию, где-то отдохнуть? Знаете, я очень много времени выделяю для тех братьев, личных общениях, которые, думаю, будут переменить, да, или как эстафету будут сдавать им. Изменять. Да, и я очень заинтересован, чтобы быть уверенным, что для них очень ценны те христианские ценности. И я стараюсь. Ну, насчет служения я уповаю только на Господа. Сколько Он даст жизнь и возможности. В смысле, на пенсию не собираетесь? Нет. Слава Богу. Брат? Я думаю... Брат Рафаэль, такой вопрос. Я знаю, что вы очень любите литературу. О, да. Ваш любимый автор? Кроме Библии, конечно. Ну, мой самый любимый автор – это Нарекации. Я знаю очень много и поэмы, и стихотворений много. Я наших классиков очень хорошо изучал и люблю.
и Туманяна, и Исаакяна, и Терьяна, и Месака Мецаренца. Я знаю очень много поэм, наизусть стихотворений, но нарекацы – это глава литературы армянского. Брат Рафаэль, смотри, в Армении тебя знают как пастора, как епископа, как духовного сильного деятеля, даже любой человек тебя знает, еще начиная с коммунистических времен. И ангелы знают, и бесы знают, как говорится. Все тебя знают как духовного человека, знают тебя как депутата, знают тебя как человека, который много благотворительностью занимался, программой благотворительно сделал. Знают тебя как ученого, много статей, научные статьи, того, что писал. Я хочу сегодня раскрыть какой-то один талант, новость, которую церковь не знает. Но я знаю, ты это мне показал, но мало людей об этом знают, что ты тоже хороший певец. Можно или нарекаться, или что вот ты говоришь, вот куплет, пожалуйста, вот твоего голоса послушать. Давайте дадим аплодисменты. Թող մկրտիչը բարձրանա բեմ եւ մի ակորդներ վերցնի։ А где Макартыч? Там Макартыч, ты... երկրորդ հարկից թողիչնի գաշտա։ Вот он в втором этаже, пока идет, пока Макартыч идет, из второго этажа. Хорошо. Брат Рафаэль, пока он приходит, есть у тебя еще талант, который мы не знаем? Да нет, я не талантливый, я такой простой. Я же говорю, все скромные люди так говорят. Искренне говоря, мое мнение... Ну, последний вопрос, то, что моя жена попросила, чтобы я задал. Откуда у тебя такая сила не соблазняться, не обижаться? Потому что я знаю, в церкви, братских советах, и все было такое, что тебе на замечание, и такое, потому что всегда был реформатором, хотел что-то менять. При том, что мне место дал тогда все, которые отказались, эти харизмат такой, и ты вызываешь, мне крылья дал, и просто после этого я понял, что кто-то принимает меня. Как таким сильным оставаться? Ну, я хочу вообще-то поступать так, как поступил бы наш Господь. Я хочу взять пример от Него, потому что я сам по себе не так уж хороший человек. Я все время стремлюсь быть подобным нашего Господа. Я думаю, давайте сильно аплодировать брата Рафаэля. И последним я вам скажу тоже новость. У брата Рафаэля очень прекрасные дети, очень прекрасные. Но один сын, он сейчас в Америке, его предложили, он делает большую научную работу. Какую работу он делает? Знаете, этот сын обнаружил, он мне сам рассказал, он изучил болезнь рака и сказал, он молодой. Сколько ему лет, Арина? Ох, сколько лет? 30, наверное. Ну, ему тогда был меньше 30, он сколько имеет, столько и не знает, столько детей. Он сказал, брат Артур, рак имеет два, медицинский и бесовский. Когда бесовский, ты аж чувствуешь, как будто кто-то лапу засунул и привез это болезни, и он изучает раковые болезни, хоть исцеленности. И сейчас в Америке, какое у него предложение было? Ну, он там утвердил PhD свой, защитил здесь диссертацию, там уже докторскую диссертацию утвердил. Сейчас по специальности трудится. Ну, научным работником в Америке, да? Да. Слава Господу. И давайте под вашим аплодисменты, брат Рафаэль. Боже мой, от Тебя не скрыты мои тайны, и все муки сердца знаешь. Но когда в дороге упаду я, мне прости, Боже мой, мне прости.
упаду я, мне прости, Боже мой, мне прости. Я не один, нет, нет, Христос со мною. Не бейся, сердце трепет в груди, и каждый час спеши к Нему с мольбою. Скажи, вот я, Господь, меня веди. Շնորհակալ եմ Աստված օգնի ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Թանկագին եղբայրներ, քույրեր, նյութը, որ ես ուզում եմ ներկայացնել այսօր ձեզ, ինձ համար շատ հոգեհարազատ է։ Дорогие братья и сестры, тот материал, который я хочу представить вам сегодня, очень дорог для меня. Եվ շատ շահագրգռված եմ, որ Սուրբ Հոգին նպաստի յուրաքանչյուրիս սրտին եւ հենց այնպես բարձրացած չլինեմ այստեղ։ Я очень заинтересован, чтобы Святой Дух проделал работу с нашим сердцем, и чтобы я просто так не поднялся Խորին сюда. շնորհակալությունը հայտնել Հովիվ Արթուրին հրավերի համար։ Я хочу выразить свою глубокую благодарность пастору Артуру за то, что он пригласил меня. Ամբողջ թիմին շնորհակալություն։ И всей вашей команде тоже спасибо. Ձեր կին ինձ համար ոնց որ հարազատ աղջիկ լինի Արթուր ջան։ Артур, ваша жена для меня как родная дочка. Я очень люблю вашу семью. Ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք եւ թող Սուրբ Հոգին ներգործի մեր ամեն մեկի կյանքի ու սրտի մեջ։ Իմ խորին համոզմամբ Я хочу, чтобы вы обратили внимание, чтобы Святой Дух проделал эту работу в нашем сердце. По моему глубокому убеждению, Աստծո Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործում է երկու ուղղությամբ։ Святой Дух Божий действует в нас в двух направлениях. Հիմնականում երկու ուղղությամբ։ В основном в двух направлениях. Առաջինը մեր մեջ Первое – это внутри нас, եւ երկրորդը մեր միջոցով։ и второе – это через нас. Եվ շատ կարևոր է, որ մենք ուշադրություն դարձնենք, թե նա մեր մեջ ինչ է կատարում։ И очень важно, чтобы мы обратили внимание на то, что Он делает внутри нас. Նաև խորապես համոզված եմ, որ Так- առաջինը Աստծո համար անհամեմատ ավելի կարևոր է, քան երկրորդը։ Также я глубоко убежден, что первое для Бога несравненно более важно, чем второе. Երկրորդը ընդամենը կարող է հետևանք լինել առաջինի։ Второе может быть просто тем, что вытекает из первого. Շատերը մտածում են, որ փրկվեցինք, ապաշխարեցինք, վերստին ծնվեցինք, վերջացավ խնդիրը։ Многие говорят, мы просто покаялись, рождение свыше, и все, уже все проделано. Բայց ես խորապես համոզված եմ, Но я глубоко убежден, որ Աստված մեր մեջ շարունակում է աշխատել մինչև մեր կյանքի վերջին վայրկյանը։ что Бог продолжает работать в нас до последней секунды нашей земной жизни. Եվ ավաղ ցավոք սրտի И, к сожалению, շատ քրիստոնյաներ մեր օրերում многие христиане в наши дни, մենակ բավարարվում են իրենց փրկությամբ они только довольствуются своим եւ спасением մտածում են ինչ անեմ սրանից հետո։ и думают, что же сделать, потому что это уже завершено. Եվ ես տեսել եմ մեծագույն քրիստոնյաներ, Я видел величайших христиан, որոնք երբ որ շեշտը տեղափոխել են երկրորդի վրա, которые, когда изменили просто акцент на второе, եւ չեն ուշադրություն դարձրել ինչա կատարելու Սուրբ Հոգին իրանց անձնական կյանքում, и перестали обращать внимание на то, что Святой Дух նրանք проделывает ձախողումներ են։ в их личной жизни, они потерпели крушение. Իսկ ինչ աշխատանք է կատարում նա։ А какую работу он проделывает? Ես կանդրադառնամ իհարկե այն գործիքներին նաև, Конечно, я буду որոնք говорить օգտագործումը, о тех инструментах, которые он использует. բայց առաջի բանը
Но самое первое, Դա գրված է Հռոմայացիս 8-րդ գլխի 29 խոսքի մեջ։ это написано в 8 главе Римлянам стих 29. Աստծո մեծագույն նպատակը, որ կանչել է ինձ ու քեզ, Величайшая цель Հավատքի։ Божья, для которой Он призвал нас в веру, դա մեզ իր որդու պատկերի նման դարձնել։ это сделать нас подобным образу своего Сына. Դա մեծագույն նպատակն է, գերագույն նպատակ։ Это величайшая Его цель. Եվ եթե մենք այդ բնագավառում չհաջողենք, И если у нас не будет успеха в этом, մի հատ դժվարության առջև կգանք։ то мы встанем перед одной трудностью, Որտեվ Հովանես Առաքյալը գալիս է Պողոսին օգնության потому что апостол Иоанн приходит на помощь Павлу եւ ասում է որդիներ, դուք հիմա Աստծո զավակ, դուք հիմա Աստծո որդիներ եք, и говорит: дети, вы сейчас дети Божьи, բայց հայտնի չի թե ինչ կլինի։ но неизвестно, чем вы Բայց станете. գիտենք, որ երբ որ նա հայտնվի, Но мы знаем, что когда Он явится, գիտեք ինչա պատահել, նայելու ենք իրան, нայելու ենք մեզ, знаете, что произойдет? եւ ասում ենք, Посмотрим, բայց ինչքան нման ենք իրան։ посмотрим на него и на себя, мы скажем: как мы похожи, как это так Տեսնեք, получилось? որ дուք իր պատկերին нման Он եք։ скажет: будет так, что вы будете подобны Его образу. Դու պատկերացնում ես հանկարծ քո վերջի օրը հայտնվես երկնքում, Вы представляете, в последний свой день вы появитесь նայես на небе, Աստծուն смотрите на Бога, եւ տեսնես ոչ մի նմանություն։ видишь вообще никакого подобия. Իդեպ И, кстати, շատ կարևորել են Աստծո մեծ մարդիկ իրենց անձնական խնդիրը, Люди իրենց Божьи. փոփոխությունները։ великие люди Божьи, они обращали очень большое внимание на свою личную жизнь и на изменения в своей жизни. Դեռևս հին կտակարանի մեջ Еще в Ветхом Завете Մովսեսը մի հատ զարմանալի բան ասեց։ Моисей сказал удивительную вещь. Ասեց կաղաչեմ քեզ, Он сказал: умоляю тебя, եթե քո արչև շնորհ գտա, если я нашел благодать перед тобой, ցույց տուր քո ճանապարհները, որ Покажи. ճանաչեմ քեզ։ покажи мне свои пути, чтобы я познал тебя. Ոչ մեկը չի կարող ձգտել Աստծուն նմանվել, Никто не может смириться, уподобиться Богу, եթե Աստծո պատկերը չտեսնի, չպատկերացնի, он не չիմանա նա видит ինչպիսին է։ образ Божий, если бы он не мог представить, какой он. Եվ այդ պատկերը, երբ որ կհառում է մեր աչքերի առաջ, մենք անկախ մեզանից սկսում ենք ձգտել, ցանկանալ, փափագել նրան։ И когда этот образ появляется и остается перед нашими глазами, мы, независимо от себя, начинаем стремиться к нему, Պողոս желать Առաքյալը его. ասում է, բայց մենք բաց երեսով Տիրոջը փառքը որպես հայլու մեջ տեսնելով նույն պատկերին նման կերպարանա փոխվում ենք։ Ուրեմն պատկերը պետք է ունենանք, որ կերպարանա փոխվեն։ Апостол Павел говорит: но мы с открытым лицом, смотря на его образ, изменяемся в его подобие. То есть мы должны видеть этот образ, чтобы изменяться в его подобие. Որտեւ իր պատկերը այնքան գրավիչ է, Потому что его образ такой привлекательный, որ մենք կսկսենք ուզենալ իրապես լինել։ настолько, что мы захотим быть Այդ подобны ему. պատկերի նկատմամբ ունեցած մեր սերը կքաշի մեզ դեպի իրեն։ Любовь к этому образу будет притягивать нас к нему. Եվ Մովսեսը դրա համար այդպես աղոթ է։ Именно поэтому Моисей так Ես молился. զարմանում եմ, ինչպես Մովսեսը թույլ տվեց իրան այդպեսի աղոթ։ Я удивляюсь, как Моисей вообще позволил себе так Մի молиться. անձնավորություն, որը կրակի մորենու վրա տեսել էր եւ հանդիպել էր Աստծուն։ Человек, который имел встречу с Богом у горящего Մի куста. անձնավորություն, որի միջոցով մեծագույն հրաշքներ էին կատարվել։ Человек, через которого великие чудеса Կարմիր произошли. ծովն էր ճեղքել։ Красное море было Այդ ամբողջ разделено. աշխարհի ամենախոշորագույն պետությունը քանդու քարափարեց Աստծո զորությամբ։ Он просто разрушил силой Божией величайшее государство тогда на земле. Եվ հիմա И դու теперь- ասում ես դու ինձ ցույց տուր քո ճանապարհները, որ քեզ Ты ճանաչեն։ говоришь: покажи мне свои пути, Դեռ чтобы я ուզում познал ես тебя. ճանաչել, դեռ խնդիր ունես ճանաչելու։ То есть ты что, еще его не знаешь, у тебя есть проблема, чтобы его еще познать? Սիրելիներ, Возлюбленные, այդ ամբողջ Իսրայել ժողովուրդը նույնպես տեսել էին այդ հրաշքները։ весь израильский народ тоже видел все эти чудеса. Բոլորը տեսել էին։ Все они Բայց видели. Իսրայել ժողովուրդը մնաց խստապարանոց։ Но израильский народ остался в ожесточении. Հրաշքները չեն կարող մարդկանց փոխել։ Чудеса не могут изменять людей. Հրաները անփոփոխ մնացին։ Իսրայելցյանը- Չշտկվեցին, չուխվեցին։ Они остались неизменными, они ничего не сделали, чтобы измениться. Միայն Մովսեսն էր կարծես, որ փափագում էր այդ իրադարձությունը իր մեջ կատարվի, որ այդ պատկերը կրինք իրան։ Кажется, что только Моисей был, который желал, чтобы это изменение Ты произошло снем внутри честь. него,
чтобы он պատկերը։ имел этот образ, чтобы видел этот Այո, образ. հրաշքները օգտակար են, բժշկությունները օգտակար են։ Да, чудеса полезны, исцеление Բայց ես полезно. ուզում եմ ձեզ մի բան ասեմ։ Но я хочу сказать вам Այդ բոլոր кое-что. բաները ժամանակավոր են։ Все это временно. Այդ бժշկողները մի օր էլի կմեռնեն։ Все эти люди, Մանեկեք которые... աշխարհի եկեղեցիներում փնտրեք տեսեք, որտեղ է 4 օրվա մեռել Ղազարոսը, որ հարություն առա, որ եկեղեցում է հիմա։ Չկա նորից։ Все люди, которые исцелились, они опять умрут. Ищите Лазаря, который воскрес на 4 дня. Где Айо, его? Нет его, он умер. Հրաշքները կարող են էքստրավագանտնի տպավորություն թողել հասարակության վրա։ Да, чудеса могут впечатлить общество. Այո, Экстравагантно впечатлить общество. Извините. Բայց Но հրաշքների հրաշքը чудо чудес դա նա է, որը մենք մեզ հետ կտանենք – հավիտենություն։ это то, что мы возьмем с собой в вечность. Սրանք սաղ կմնան երկրի վրա։ Всё это остается Բայց здесь на Քրիստոսի земле. պատկերը, Но եթե մենք образ- ձեռք բերենք, Но если мы обретем образ Христа, նա կգնա մեզ հետ նաև հավիտենության մեջ։ то это пойдет с нами и в вечность. Ոստի հարց, Так что вопрос. պատկերացնում ես ով է նա։ Вы представляете, кто он? Ձգտում ես նմրան նմանվել։ Стремитесь быть подобными ему. Պողոս ասեց ինձ նմանող եք ինչ, բայց վերջն է կարևոր, ինչպես ես նրան։ Павел сказал, подражайте мне, но важно то, что он сказал потом, как я подражаю ему. Որպեսի Чтобы անհասանելի երկնքի անմատույց լույսի մեջ բնակող ամենակարող Աստվածը ճանաչելի դառնա մեզ համար։ для того, чтобы всемогущий Бог, который живет в недоступном свете на небе, стал познанным для нас. Նա իր որդուն ուղարկեց, Он послал своего որ Сына, ուսումնասիրենք նա ինչպեսի։ чтобы мы изучали, какой Он. Ինչպեսին է Հիսուս։ Какой Иисус? Նա եկավ երկիր։ Он пришел на эту Միայն землю. փաստը, И тот факт, որ արարիչը լուսեղեն երկինքների մարդացավ, что Создатель Вселенной Света, Он, Սվետնիխ նիբես, Света с небес, Он стал человеком, դա այնքան ստորացում то ու это было так унижающе для Него. Ես հիմա քանի որ մեր սիրելի հույվ Արթուր ասեց դեպքեր պատմի, Պասկո- Համեմիքո Քարոզ մի հատ դեպք եմ ուզում պատմել։ Поскольку наш любимый пастор Артур попросил меня рассказать какие-то вещи, я хочу рассказать кое-что. Տասնամյակներ առաջ շատ ծանր հիվանդացա։ Десятилетия назад я заболел, очень сильно заболел, Եվ ինձ տարան հիվանդանոց։ и меня отвели в больницу. Նույնիսկ օդ էին տալիս։ Они- Օդ էին տալիս։ Да, мне даже давали кислород. Եվ ես մի քիչ կազդուրվեցի այնտեղ, И когда я немного уже пришел в себя, բայց տեսա որ պալատի մեջ մի հարկանի շենք էր, պալատի մեջ ոչ մեկ ինձ հետ չի ուզում շփվել։ я видел, что это просто было вот такое здание, одноэтажное, это больница. И в палате никто не хотел со мной общаться. Որին անունն եմ հարցում չեն պատասխանում։ У кого я просто спрашиваю, как тебя зовут и так далее, никто не отвечает. Никто не говорит со мной. Հետո եմ իմացել, А потом я узнал, որ աթեիստական KGB-ն что атеистическое КГБ, գլխավոր բժիշկին ասել է, они сказали главврачу, չթույլ տակ ոչ մի բժիշկ, ոչ մի քույր, ոչ մի հիվանդ շփվի не տանձնավոր։ позвольте никакому доктору, никакой медсестре и никакому больному вообще с ним общаться. Ում հետ խոսակը դառնա հավատաց։ Потому что с кем бы он ни говорил, они сразу станут верующими. Եվ սրանք ինձ հետ չեն խոսում։ И никто вообще со мной не говорит. Ասի լավ չեն խոսում։ Я сказал, ну ладно, не говорите, ну что я могу Հետո сделать? եմ իմացել։ Я потом узнал это. Եվ մի օր մի հատ երիտասարդ բերեցին, И однажды привели туда одного молодого շատ человека. գեղեցիկ մի երիտասարդ, Очень такой красивый молодой человек. հետ հիվանդի տպավորություն չէր։ Вообще он не был похожим на больного. Այնտեղ տեղավորեցին իրանել, Они его просто поставили тоже куда-то, դու մի ասա հիվանդ չի։ поместили. Но знаете что? Он вообще не больной был. Սա խուլիգանություն արել փողոցում դանակա հանել, կարի իրար տվել, ջարդել են, ոստիկանները բռնել են, տարել են բանդ, բայց քանի որ հարուստների բարեկամա հանել են գցել հիվանդանոց, միջև գործեր այնտեղ դզեն։ Он просто был больной, участвовал в поножовщине на улице и так далее. Его отправили в тюрьму, но поскольку его родственники были богатые люди, его перевели сразу в больницу, пока дело не замнут. Հիմա տեսնում եմ, որ սրան դրսից ինչ որ մարդիկ բաներ են բերում, հոտոտում, հա։ Я вижу, люди там какие-то ему вещи привозят, он делает вот так, нюхает эти вещи, что-то делает. Հետո ռոք մուզիկա է դնում բանի կողքը։ Потом ставит Լսում рок-музыку рядом с Անցերը собой. գիշեր տենց բաներ դրսից տղեկ են գնում գալի նայում И են։ там какие-то ребята ходят к нему ночью. Բայց սա էլ
Սրան էլ էին զգուշացրել։ Его тоже, конечно, Բայց сказали. ես մի գաղտնիք ասեմ։ Но я скажу вам один секрет. Այս նարկամանները Эти наркоманы. մի հատ լավ գիծ ունեն։ У них есть одно хорошее качество. Նրանք հիմար օրենքների չեն սիրուն ենթարկել։ Они не любят подчиняться глупым законам. Մի օր Однажды պատահանի դեմը կանգնած դուրս եմ նայում աղոթում եմ ոչ մեկը հետս չի խոսում։ я стою у окна, смотрю из окна и молюсь, никто Մտքիս со мной մեջ աղոթում եմ։ не говорит, я просто молюсь в уме. Մեկ է սա մոտեցավ, И этот подходит ко мне, ասեց ապեր կարամ մի բան говорит, հարցնել։ брат, могу я тебя кое-что спросить? Կորնիչ կուզե երկու աչք։ Ну, что хочет слепой? Два глаза. То есть, ну давай, спрашивай. Շատ ուրախացա։ Я так обрадовался. Գտվեց մի բան, որ ուզում եմ հետ խոսի։ Наконец-то кто-то хочет со мной говорить. Ասի իհարկե։ Я говорю, ну конечно. Ասավ դու կայֆ ընդունում ես։ Ты кайф принимаешь? Ասեցի հա։ Я говорю, да, принимаю. Ասավ ասավ Он говорит, ապեր ես դե ծեր գիտեի։ брат, я так и знал. Ասավ Он քո говорит, աչքերի ծերևը բա որ դու կայֆ ընդունում։ я с твоих глаз вижу, что ты какой-то кайф принимаешь. Ասեց ապեր քունը որ տեսակից Он է։ сказал, брат, а какой? Ասեցի իմը երկնային է։ Я говорю, мой с неба. Չհասկացավ, ասեց Он не ապեր понял. սաղ տեսակներ ընդունել եմ, այդ մեկը չեմ Он ընդունել։ говорит, брат, я все принял, а ты еще не принимал. Կտաս ընդունել։ Дашь мне? Ասեցի հա, Я говорю, да. մտնենք անտառ։ Он говорит, Անտառի տակ։ давай, пойдем в лес. Մեր հենց պատուհանից էր կարող էին անտառ մտնել, երկուսով գնացինք այնտեղ։ Можно было даже с окна просто выйти и пойти в лес. Оба мы пошли в лес там. Գիշեր էր։ Это была ночь. Եվ ես սկսեցի խոսել Աստծո մասին։ Я начал говорить с ним о Боге. Ասեցի այն հաճույքը, որ տալիս է նրա ներկայությունը։ Я говорю, то удовольствие, которое дает его Բոլոր присутствие, բարիքներից ու հաճույքներից գերազանց է։ это намного выше всех твоих нужд и Բացարձակ կատարյալ удовольствий. մեկն է։ Это просто совершенство. Հրաշք Это просто, он просто чудо. Սկսեցի պատմել Հիսուսի Я մասին։ начал рассказывать об Иисусе. Սա ինձ ասում է, Он мне говорит, ապեր ջան, ես չեմ կարա մեկին աղոթեմ, գնամ հավատամ, չոքեմ առաջին նստեմ անամ։ Այդ ձևի մարդուն ոնց խնդրեմ, ոնց աղոթեմ, երկար խոսել։ говорит, брат, я просто не могу там пойти помолиться, встать на колени перед кем-то и так далее. Երբ որ ասում է, ես այդ դեղեր ընդունում եմ։ Он долго говорил. Շաշմաշ բաներ ասում, բարձանում եմ լուսնի մոտ, Говорил, знаешь, когда я это принимаю, я там иду к Луне и так далее. Такие вещи говорит. Ես այնտեղ ինձ Աստված եմ զգում։ Я там чувствую себя как Бог. Բայց հիմա ես չոքեմ ուրիշի առաջ, И чтобы я встал на колени перед кем-то другим? ասի ինչքան ճիշտ բաներ ես։ Я говорю, какие правильные вещи ты говоришь? Իսկապես, եթե մեկը պահանջում է մի բան, որ ինքը չունի, Действительно, если кто-то требует то, чего у него нет, դա անարդար է։ это несправедливо. Բայց ասի դասի ուշա։ Но я говорю, внимательно слушай. Նա Он բացարձակ կատարյալը մարդացավ։ абсолютно совершенный, стал человеком. Դա ավելի մեծ ստորացում էր իր համար։ Для него это было намного большим Քան թե ես унижением, հեցի մի քոաչքի առաջ ճիճու дառնամ։ чем если я сейчас перед тобой превращусь в червя. Որտեղ ես ու ճիճուն երկուսից ստեղծագործություն։ Потому что я и червь, мы оба это творение. Բայց ես հրաշքները ստեղծող ամենակարող Աստվածը Но тот- քո սիրուց իջավ Но тот всемогущий Бог, который создал все эти чудеса, из-за того, что Он полюбил тебя, Он пришел сюда на землю. ավելին ասեմ։ Я даже скажу больше. Նա ապրեց թափառաշրջիկի կյանքով։ Он прожил просто жизнью человека, который скитался. Նա իր մասին ասում էր աղվեսները որ չեր ունեն երկնքի թուրքները բույներ, բայց որտին մարդու մի տեղ չունի իր գլուխը дни։ Он про себя говорил, у лисиц есть норы, у птиц есть гнезда, но у Сына Божьего нет места, чтобы преклонить голову. Նրա երեսին թքեցին։ На него плевали, его избивали. Խաչի վրա На кресте ստորացրած նրան он был սպանեցին։ унижен, и его убили так. Եվ սկսեցի խոսել Հիսուսի Я начал մասին։ говорить об Иисусе. Չեմ ուզում Я երկարացնել։ не хочу долго об этом говорить. Նա սկսեց արտասվել։ Он начал плакать, слезы Ասաց, потекли. Ես չեմ իմացել, Он сказал, որ я ինքը не, այդպիսի մեկն է։ я не знал, что он такой. Գիշերվա ժամը 1-ն էր ծնկիչ։ Это был час ночи, мы встали на колени. Անկեղծորեն ասում եմ ձեզ։ Я говорю просто Ես դեռ искренне. այդպիսի աղոթք չեմ տեսել։ Я еще никогда не слышал такой молитвы.
քրտինքը ճակատից դուրս էր գալիս, արցունքներ հեղիղի Он очень сильно вспотел, слезы текли очень сильно. Կնոջ նման տառապանքի գոռոցների, Он был как աղաղակների, женщина во время родов. Он просто кричал. կարծես դուրս էր գալի իր Что-то մեջից, выходило там из գոռում էր, него. ճապում էր, ճաչում Он էր, кричал. քրտինքն ու խլինքն ու արցունքը խառնվել էր սաղ Просто все пот и все это с носа текло, все это перемешалось. Вот так он плакал. Ես ստիպված, քանի որ չէի կարող ֆիզիկապես ի վիճակի չէի այդքան իր հետ մնալ ծնկի վրա, Я пока еще մարդիկ կանչեցի եկեղեցուց, որ կան հետ Я աղոթել։ пока еще был болен и физически не мог так долго оставаться на коленях. Я позвал людей с церкви, они помолились. 4-5 ժամ աղաղակեց այդ տղան։ Утром, уже в 6 утра, он 4-5 часов вопил просто к Богу. Երբ որ վեր կացավ, Когда он встал, բոլորովին ուրիշ մարդ էր։ он был полностью другой Նա человек. դարձավ մեր եկեղեցու ամենացայտուն հովիվներից մեկը։ Он стал одним из самых Արսեն ջան, դա Արայիկ Մանուկյանն։ выдающихся пасторов нашей церкви. Тарсан Манукян, он там сидит. Նա այդպես փրկվեց։ Արայիկ Մանուկյան։ Алейк Манукян. Ինչի համար սա բերեցի այս օրինակ։ Почему я говорю этот пример? Իսկապես նա շատ ուսումնասիրելու մեծագույն միջոց է, ոչ միայն մեր փրկիչն է Հիսուսը։ Конечно, мы можем очень много учиться о нем, познавать о нем. Он не только наш Спаситель. Առաջի դասը, որ նա տվեց, Первый урок, который он дал нам. ասեց եկեք ինձի ու մի անգամից ասեց սովորեք ինձանից, որ ես հեզ եմ ու սրտով։ Он сказал, придите ко Առաջի мне. դասը Հիսուս Քրիստոսի։ Первое, что он сказал, придите ко мне. Խոնարհությունն է։ И сразу учитесь у меня, потому что я кроток и смирен. Смирение, это первый урок. Ես չեմ կարա հավատամ, Ես որ որևէ քրիստոնյա հաջողված է, եթե ինքը տեղյակ չի, բացված չի իրեն, ինչ է խոնարհություն։ Что любой христианин, я не могу верить, что он достигнет какого-то успеха, если для него не является открытым, что есть смирение. Ինչ է դա։ Что это такое? Շատերին թվում է դա խեղճություն է։ Многие думают, это когда человек какой-то Չէ жалкий. ընդհակառակը։ Нет, наоборот. Խոնարհ մարդիկ ամենահզոր մարդիկն են։ Смиренные люди, это Նրանց самые сильные. տարողունակություն անսահման մեծ է։ Они могут вместить столько всего. Նրանք ինչքան իրան ցածրացնեն։ Неважно, сколько люди их Աստված унизят. այնքան խոստացել է նրանց կբարձրացնի։ Бог обещал, что Он настолько их возвысит. Աստված անգամ բնության մեջ ամենամեծ ուժը եւ էներգիան դրել է ամենափոքրիկ ատոմի մեջ։ Даже в природе Бог поставил самую большую силу и энергию в самом маленьком атоме. Անգամ ատոմի մեջ չէ, ատոմի միջուկի մեջ, որտեղ պրոտոններն ու նեյտրոններն են, որտեղ եթե նա ճեղքում ես ամբողջ աշխարհը կարող է ցնցել Даже не այդ в էներգիան։ атоме, а в ядре атома, где протоны и нейтроны, потому что если это кто-то сможет расчленить, то Նրանք весь мир ովքեր может просто գնում են, взорваться. ովքեր գնում են Те, которые идут ինքնաբացասման ճանապարհով, пути самоотречения, նրանց հետ է։ Бог с ними. Հիսուսը այդպեսին է։ Иисус был таким. Նա ասում է ունայնացրեց իր անձը, Он сказал, что Он просто уничтожил сам себя. ինքը իջացրեց իրան ոչինչի պես կարծես դարձ։ Он стал как бы ничто. Անարգվեց, Он был презрен. ստորացրեց իրան։ Его Դուք унизили. կարող եք պատկերացնել, որ գահի վրա նստած փառքի մեջ Աստվածը Кто может представить себе, что Бог, который сидит во славе и на троне, նույն բնավորությունը ունի, ինչը որ խաչի վրա եղող։ у него есть та же природа и тот же характер, что и тот Бог, который на кресте. Ապշել կարելի է։ Просто можно изумиться. 13-րդ գլխի մեջ Հովանես Ավետարանի 3-րդ խոսքի В մեջ Евангелии от Иоанна, 13 глава, 3 стих. զարմանալի բան է ասում, եւ Հիսուսը գիտեցավ, որ հայրը ամեն բան տվեց իրեն։ Удивительно, потому что там написано, Иисус знал, что Отец дал все Ему. Այսինքն, քանի որ մարմնի մեջ էր, То есть пока, в то время, когда Он был в теле, երբեմն Սուրբ Հոգին հայտնում էր իրան, թե ինչ է կատարվում երկնքում։ время от времени Святой Дух сообщал Ему какие-то вещи, которые происходили на небе. Ամեն ինչ իմացավ իրան ատրված երկնքում եւ երկրի վրա ողջ Он իշխանությունը։ знал, что все было дано Ему, вся власть на небе и на земле. Ես ապշում եմ իր սրտի վրա, Я просто не могу понять, որտեղ եթե մարդուն բարձրացնում ես, նա մի քիչ իրան մեծ бани տեղ ա դնում։ какое было его сердце, потому что человек, когда ты немного Բայց просто հենց- возвышаешь, он уже считает, что он кто-то очень важный. Բայց հենց իմացավ ամեն բան իրեն տրվեց, անմիջապես գրված է։ Եվ
շորերը ղենջակը հանեց, ծնկի չավաշակերտների։ Но как только он узнал, что все дано, ему сразу написано, что он взял полотенце, стал на колени и начал мыть ноги Այդ ինչ ученикам. կոնտրաստ է։ Что за контраст? Երբ որ ինձ ու քեզ բարձրացնում են, Когда нас возвышают, մենք սովորաբար մեծ բանի տեղ ենք սկսում мы ես։ обычно считаем, что мы кто-то. Մենք էությամբ եւ բնությամբ И мы շատ տարբեր ենք Հիսուսից։ по своему Цыцаны естеству, шапкарбери. по своему рождению очень разные, мы очень Եվ отличаемся от Иисуса. հնարավոր չի Աստված ճանաչում առանց ինքնաճանաչում։ И невозможно Դու познание քեզ Бога չես կարող ճանաչել без առանց познания Աստծո։ себя. Ты не можешь познать себя Դու без Него. չես կարող իմանալ թե քո լավ գործերի անգամ շարժարիթը ինչ է։ Ты даже не можешь знать мотив даже твоих хороших поступков. Մարդու եսը Կրոնական շորեր է հագնում Я человека одевается в религиозные одежды եւ գտնվում է եկեղեցում որպես ամենաբարեպաշտ и անձնարար։ находится в церкви как самый Այդ благочестивый ես չեմ человек. ասում։ Այդ ես չեմ ասում։ Это не я сказал. Այդ ասում է Մատթեոս 6-րդ гլուխը։ Это написано в Матфея 6 главе. Նա մտնում է բարեգործության մեջ։ Он начинает благотворить. Բարեգործը շատ լավ բան է։ Это очень хорошо, когда человек Մարդուն благотворит. օգնում ես։ Он Բայց помогает. ասում է այդտեղ էլ կարող ա քո եսի համար ես։ Но он говорит, даже здесь ты можешь делаешь это եսը փառավորվի։ для себя. Не делай так, чтобы ты был прославлен. Ասում է նույնիսկ աղոթքը, որ ամենասուրբ բանն է, այնտեղ էլ էգոն կարա գործի։ Даже молитва, это когда это самая святая вещь. Даже здесь твое я может пытаться вырваться. Աղոթում ասում է, որ մարդկանց երևաս։ Он говорит, потому что ты так молишься, чтобы люди видели. Հետո շուրա գալի ասում է, դուք ոնց կարող եք հավատալ, որ իրարից փառք եք։ Потом он говорит людям, как вы можете верить, если вы ищете славы друг у Ու друга? շատիր լսեք Внимательно սիրելիներ։ слушайте, возлюбленные. Աստծո հոգին մեզ մինչև մեր հատակը կարդում է։ Святой Дух читает нас сверху донизу. Բոլոր շարժառիթները տեսնում է։ Он видит все мотивы, которые у нас есть. Նա որպես դատավոր չի գալիս։ Он не приходит как судья. Նա կարդում է եւ ուզում է մեզ բուժի։ Он изучает это, чтобы исцелить Նա нас. մեր մեջ փորձում է կերտել Քրիստոսի Он բնավորությունը։ пытается сделать в нас характер Христа. Տառապանքների, անարգանքների, Սոթվեց ատով ստորացումների, նսեմացումների Через բոլոր страдания, через ռեկորդը отречение, через унижение. պատկանում է Հիսուս Քրիստոսին։ Իրանը պատկանում բոլոր ռեկորդները։ Все рекорды вообще во всем принадлежат Иисусу Христу. Ինչքան ուզում ես դու քեզ խոնարհացրու, ես էլ ինձ խոնարհացնեմ։ Сколько Էլի бы իրանից ты վերև ենք մնում։ не Չենք смирился, հասնի իր խոնարհությունը։ Сколько бы я ни смирился, мы Չենք никогда не Նա сможем дойти թողեց ամեն բարիքները, փառքը, պատիվը, սաղ թողեց։ к Его смирению, потому что Он оставил абсолютно все, славу, честь, все, что Он Այդքան имел. տառապանք, այդքան նսեմացում, Столько унижений, столько страданий. հիմա գանք տեսնենք։ И мы можем видеть. Պողոս Արաքյալի մասին եմ ուզում երկու բան խոսել։ Я хочу говорить еще кое-что об апостоле Павле. Пару Պողոս слов. Արաքյալը միտեղ ասում է, ես բոլոր առաքյալներից բոլորից շատ աշխատեցի։ В одном месте он говорит, я трудился больше, чем все Հետո ասում апостолы, է, թեև ես ոչինչ։ но говорит, хотя я ничто. Ձեզ ինչ հատում Պողոս Արաքյալը տեղ զբաղված էր խոնարհությամբ, խոնարհացնում էր իրեն։ Как вы думаете, он что, в это время занимался унижением себя или смирением себя? Ոչ։ Нет. Ինքը չէր խոնարհացնում իրեն, ինքը արցանագրում էր իրականությունը, որ ուներ հայտնությունը Սուրբ Հոգուց, որ ինքը բացարձակ ոչինչ է։ Он не смирял себя, он просто констатировал истину откровения, тот факт, который он имел от Святого Духа, что он на самом деле ничто. Ուղղակի մենք այդ հայտնությունը չունենք ի տարբերություն Պողոս ինքը ունի։ Просто у нас нет этого откровения, в отличие от Павла, но у Բայց него նա это իր откровение было. իրականությունն էր ասում։ Но он говорил то, Եվ что երբ որ правда. երբ որ մենք մեզ անկախ Աստծուց արժևորում ենք, մենք վտանգավոր վիճակի И մեջ։ когда мы начинаем ценить себя, независимо от Бога или в отрыве от Него, то мы Մի դեպք находимся в կատարվեց опасности. Պողոս Արաքյալի կյանքում։ В жизни Павла произошло кое-что. Ինչ որ ես չգիտեմ դա հիվանդություն էր, ինչ էր, ասма սատանայից խայթոց տրվի։ Я не знаю, это была болезнь или что. Написано, что он получил как бы Խայթոց։ это жало от дьявола. Եվ տարապում էր։ И он страдал от этого. Պողոսը սկսեց աղոթել։ Павел начал молиться. 3 անգամ աղոթել։ 3 раза молился. Ես չգիտեմ անգամ այդ ամեն անգամվա աղոթքը ինչ տևողություն ուներ եւ ինչ խորություն ուներ, Я բայց даже- առաքյալ էր աղոթում։ Я даже не знаю, сколько времени молился и какая глубина была у каждой из этих молитв, но это был апостол, который молился.
Եվ Պողոս ուզում էր ազատագրվել, И он хотел освободиться, բայց չէր ազատագրել։ но он не получалось. Եվ հանկարծ Եվ Տերը դու- խոսեց իր հետ. Господь говорил с ним: Իմ շնորհը բավարար է։ моя благодать достаточно для Նա тебя. գործում է տկարության մեջ։ Он действует в твоей немощи. Գիտեք, սիրելիներ, շատ խոկալու բան կա այստեղ։ Знаете, есть очень много, о чем мы можем поразмыслить здесь. Բանից պարզվում է, որ այն աշխարհացունց հաջողությունները, որ Պողոս առաքյալ ուներ, Оказывается, что те мировые успехи, которые были у Павла, ինքը ծածուկ վտանգի մեջ էր։ он был как бы в опасности, но не знал об этом. Եվ Աստված օգտագործում էր հատուկ գործիքներ, И Бог использовал особые որ средства Պողոսին ձեռքից չտա, որ Պողոսին չկորցնի для ձեռքից, того, чтобы не потерять Павла. բայց Պողոսը այդ գործիքների դիմակայում էր։ Но Павел, он сопротивлялся этим средствам, этим Երբ որ քո механизмам. կյանքում քեզ խոնարհացնող պարագաներ են գալիս, Когда в твоей жизни приходят вещи, которые смиряют խոնարհաբար тебя, աղաչում եմ քեզ։ я просто умоляю тебя со смирением. Զգուշացի մի պայքարի դրանցից ազատվել։ Будь осторожен, чтобы не сражаться против этого, чтобы освободиться от этого. Իսկ երբ որ Պողոսը հասկացա, որ ինչ вытանգի մեջ է, А когда Павел понял, в какой опасности он был, գրեց բացատրությունը, он написал разъяснение. որպեսի չհպարտանա։ Для того, чтобы я не возгордился. Ուշադիր լսեք։ Слушайте внимательно. Սուրբ Հոգին երբեք ոչ մի գործիքի, ոչ մի գործիչի չի ազատագրել եւ չի ազատագրում հպարտանալու հնարավորությունից։ Հպարտությունից ազատագրում է, բայց ոչ հնարավորությունից։ Святой Дух никогда не Никому. освободил никого из своих людей от возможности возгордиться. Он освобождает их от гордости, но не от возможности возгордиться. Եվ Պողոս ասում է, чтобы որպեսի չհպարտանամ։ И Павел говорит, для того, чтобы я не возгордился, Դրա համար ինձ խայթոց տրվեց։ для этого мне было дано это Օ, жало. ասում է, ուստի ես հավանել եմ։ Он говорит, поэтому мне угодно это. Ես կարծում եմ, ասեր հավանել եմ, երբ որ ինձ հարգում են դիրքս, Я պաշտոնս, бы подумал, կոչումս, վերջապես Чтобы он сейчас ես сказал, мне приятно, мне угодно, когда меня ժողով уважают, ջան, ценят իմ за то, что у меня գլուխը есть. հասնում է կափարիչը առաստաղին իջնում, երբ որ մտածում եմ Պողոսը ինչերի է հավանում։ Просто, я просто не могу вместить в себя. Մանեկեք եկեղեցիների մեջ հազարավոր դիֆիցիտ են այդպիսի մարդիկ, որոնք կասեն հավանել եմ ես անարգանքների։ Когда я думаю, что он Вай, сказал. И есть очень мало таких людей, которые говорят, что... Просто большой дефицит таких людей, которые говорят, что мне угодно вот эти унижения, когда меня Չարչարանքների, отвергают, հալածանքների, когда я նեղությունների։ страдаю, когда я в немощи, когда меня гонят. Մեզ երբ որ մի քիչ կպնում են, Когда немного просто нас ասենք кто-то հովիվը касается. մեկն ու մեկին դիտողություն է Ну, անում, например, пастор, он իսկ просто անում сказал ասի кое-что. աչքի վերևը ու կա։ Просто говорит, ну ты что-то сделал не так, знаешь. Վնասում է իր աչքի տակը դրանով։ То все, это уже может идти против этого человека, который сказал тебе Մենք плохую вещь. բոլորովին հիմի ուրիշ մշակույթի մեջ ենք։ Мы сейчас вообще живем в абсолютно другой Ես культуре. շատ շահագրգռված եմ, որ այսօրվա բոլոր երիտասարդությունը մասնավորապես Я очень заинтересован, чтобы вся դառնան молодежь ռադիկալ քրիստոնյաներ, сегодняшняя, они стали տաներու радикальными. տարապանքներ, նեղություններ, չարչարանքներ եւ Հիսուսի անվան համար։ Ես մազոխիստ չեմ, ճիշտ հասկացեք ինձ, բայց մարդը, որը այդ բոլորը տանի Հիսուսի անվան համար, նա արտացոլում է Քրիստոսի Я хочу, чтобы բնությունը։ сегодняшняя молодежь, она стала радикально, чтобы они несли трудности, гонения ради Христа с готовностью. Я не мазохист, поймите, но человек, который все это делает ради Христа, он действительно настоящий христианин. Ես ուրախ եմ, որ եպիսկոպոս Օլեգը այստեղ է։ Я очень рад, что епископ Олег здесь. Եվ ես ուզում եմ մի եղբոր մասին ասեմ, որ հարցրել եմ իրեն ցավոք սրտ Իրանից առաջ է եղել այդ տղան։ Я хочу спросить, Հա, ուրիշի մասին եմ ուզում։ просто я хочу сказать об одном Իրանից առաջ է եղել։ служителе, который был до него. Երիտասարդ մի տղա էր, Տոլիկ անունով։ Это был молодой парень по имени Толик. Այնքան սքանչելի քարոզիչ Он был էր։ такой замечательный Մինչև проповедник. այսօր ես իր քարոզները հիշում եմ։ До сегодняшнего дня я помню его проповеди. Երիտասարդականի հովիվն էր։ Он был молодежный пастор. 3 տարի չհասրեց նույնիսկ ամուսնանալ էտել Он ասում։ даже не успел жениться.
3 տարի տանջում էին ու տանջում Քրիստոսի համար։ 3 года его мучили и мучили ради Христа. Եվ ինքը երբ որ տեսան բանտում տանջում են, երբ որ տեսան չի հրաժարվում, հին աթեիստ կագեբեն ված սովորություն էր։ Ոմանց այնպիսի բան էր անում, որ բաց թողեն իրանք չսպանեն, բայց այնպիսի բան էին անում, որ շատ կարճ լինի կյանքը եւ մահանան ազատության։ Его просто мучили, видели, что он не сдается. Это тогдашняя старая атеистическая КГБ, у них была такая очень плохая привычка. Они выпускали человека, но делали что-то с ним такое, чтобы он очень быстро умирал после этого. Եվ ինչ կատարվեց։ И что случилось? Ինքը դուրս էր եկել, Он вышел. նույնիսկ եկավ Լերմոնտով, Ֆիալետով, այդ մալականների գյուղեր ընդեղ քարոզ։ Даже он пришел в Лермонтовку, это Фиолетово, эти деревни, где жили молокане, проповедовал там. И в церкви тоже у нас. Եկել իմացա, որ Տոլիկը արդեն մահամերձ է։ А потом мы узнали, что он при Ինչ որ смерти. պետք էր կերակուրի հետ տվել էին։ Они ему дали что-то с едой там. Ես գնացի Թիֆլիս, Я пошел в Тбилиси, մոտեցա իր անկողնուն։ и подошел к нему, там, где он лежал. Ցնկիչա եւ սկսեցի լացել։ Я стал на колени и начал плакать. Հասկացա, որ մահանում է։ Я понял, что он умирает. Ինքը շրջվեց ինձ ասեց. Не плачь, Рафик. Он повернулся, посмотрел на меня и сказал, чтобы я не плакал. Пожалуйста, напишите на кладбище моем. Межи мои проходили по прекрасным местам, и наследие мое приятно мне. Ես դա ցնցված եմ սիրելիներ, ոնց կարա երիտասարդ տղան մահից առաջ ասի, այն ժառանգությունը, որ ինձ է մնացել։ Я просто был сокрушен. Как такой молодой человек во время такой смерти мог сказать, что мне угодно то наследие, которое я получил здесь? Իրա գերեզմանին այդ խոսքերը գրեց։ Эти слова были написаны на Այդպիսին его... էին իսկական ռադիկալ քրիստոնյաները։ На самом деле были такие прекрасные радикальные Ես христиане. շատ շահագրգռված եմ, սիրելի մասնավորապես երիտասարդ քարոզիչներ եւ հովիվներ։ Сильно заинтересован, дорогие, особенно молодые Ստորագրեք проповедники и ձեր կյանքի верующие, տակ անմնացորդ, որ նա պատկանում է Հիսուս Քրիստոսին։ чтобы вы полностью посвятили в своей жизни, что вы полностью принадлежите Иисусу Христу. Հիսուսը ասեց. Иисус сказал, Ով որ ճուրանա իր անձը тот, кто не отречется себя եւ ամեն օր չվերցնի իր խաչը и каждый день не возьмет свой крест եւ իմ հետևից չգա, и не будет следовать за мной, ինձ արժանի չի։ он недостоин меня. Ապշել կարելի է։ Просто удивительно. Պահանջը այնքան մեծ է։ Требование такое Այդտեղ большое. ասում է չի կարող, ոչ թե չի կարող իմ հովիվս լինել։ Ով որ ճուրանա ասում է իր հորը, մորը, եղբորը, քրոջը, զավակին, տղային, աղջկան։ Тот, кто не Խաչը отречется չվերցնի իմ своих հետևից չգա, ոչ թե չի կարող իմ առաքյալը լինել։ жены и так далее. Он не говорит, Ոչ этот թե չի человек, կարող իմ եպիսկոպոսը этот լինել, человек не может հովիվը стать լինել։ пастором, епископом или еще кем-то. Нет, нет, вообще. Մինիմումը աշակերտս չի կարող։ Минимум он даже не может стать учеником. Նա ամեն ինչը տվեց քեզ ունենալու համար։ Если он не дал все, чтобы иметь Նա тебя. թողեց երկնքի փառքը, Потому что Господь он дал հրեշտակների все, երգը, чтобы иметь тебя. որ հաճելի Он оставил ներկայությունը, славу небес, песни եկավ ангелов, երկիր, славное присутствие երկիրը Отца. աղաղակեց, հորը ինչու ինձ թողեցի։ Пришел на Երկրի վրա землю. թողեց, երկնքում թողեց հորը, երկրի վրա թողեց մորը, ասեց դա է արդեն քո И тут որդին։ он сказал, Господь, почему ты меня оставил? На небе он оставил Որպեսզի Отца, քեզ ունենա а на земле ամբողջությամբ, Мать, անմնացորդ, чтобы иметь тебя ամբողջությամբ полностью, ունենա քեզ, абсолютно, որովհետև без նա остатка. ամբողջությամբ տրվեց քեզ համար։ Почему? Потому что Он отдал себя тебе без остатка. Խաչակրություն ամենակարևորագույն բանն է քրիստոնյայի կյանքում։ Խաչակրությունը։ Ношение своего креста – это самая важная вещь в жизни христианина. Պողոս ասում է ամեն օր ես մահանում եմ Павел говорит, я каждый день նրա умираю. խաչով։ Նրա խաչով աշխարհը մեռած է ինձ համար, ես մեռած եմ И աշխարհի։ через его крест мир умер для меня, и я умер для этого мира. Երիտասարդներ, Молодые, երբ որ դժվարությունը աշխարհի ցանկությունների գալիս է, когда приходит трудность мирских желаний, նայեք Քրիստոսի խաչին ասեք. смотрите на крест Христа Մեռած ես, քո ցանկություններով սատկած ես ինձ համար Իսկ այժմ Քրիստոսի խաչով։ мир, ты Եվ умер ես для էլ քեզ меня համար եմ մեռած։ со своими желаниями Իմ через կյանքի крест վրա դու Христа. ոչ մի իրավունք չունես։ И я умер также для тебя через крест, и ты не имеешь никакого права в моей жизни.
Միայն խաչը եւ մահն է մեր միջոցը փրկության եւ Պողոսը դրա համար է ասում նրա խաչով ես մեռած եմ աշխարհ Только крест и смерть являются средством нашего спасения. И поэтому Павел говорит, что через его крест я умер для мира, и мир умер для меня. Մենք ամեն օր խաչը կրել նշանակում է ազատագրված լինել ինքնապահպանության բնազդից Нести свой крест каждый день означает быть освобожденным от инстинкта самосохранения. ազատագրված լինել սեփական զգացմունքների իշխանությունից Быть освобожденным от власти собственных желаний. եւ հավատքով խաչին նայելով ապրել И жить с верой, смотря на крест. անեցեք Քրիստոսի խաչելությունը ավետարանից եւ նա միայն կդառնա սովորական բարոյագիտական գիրք Если мы вырвем крест Христа из Евангелия, это просто станет обычная մорально книга о моральных учениях. շատ կարեւոր է դա Очень важно это. վերջացնում եմ իմ խոսքս Я завершаю свое слово. ուզում եմ իմանաք Я хочу, чтобы вы знали, եկեղեցիների արտնության պատմությունների մեջ в истории пробуждения церквей խաչի մահվան ներգործությունը միշտ ներկա է всегда реальность смерти, которая приходит через крест, действовала там. մի քանի արտնությունների մասին արագ ասեմ Я хочу очень быстро сказать о нескольких пробуждениях. երբ որ քիչ առաջ խոսում էինք Հովիվ Արթուրին ասեցի մի քանի հազարը դարձավ մի քանի տասնյակ հազար Когда мы несколько минут назад говорили с пастором, я сказал, что несколько Երանի այս тысяч նոր стало, սերնդի միջոցով մի քանի տասնյակը դառնան մի քանի 100,000 что несколько тысяч стало несколько десятков тысяч, Եվ что դրա համար դուք պետք է գինը վճարեք как бы я хотел, чтобы эти десятки тысяч через это новое поколение стали сотнями тысяч, но для этого вы Ոեսի должны արտնության платить цену. ժամանակ Во время этого Էվան пробуждения Ռոբերտսը 27 տարեկան տղա Էվան Ռոբերտս Эван Робертс, которому было тогда 27 лет, նա ծնկերի չէ քրտինքը ճակատից դուրս էր գալի ժամեր շարունակ ասում էր կոտրիր ինձ он կոտրիր стоял на коленях и просто пот шел с его лба, он просто часами молился и говорил: Господь, сломи меня, сломи меня. Ես ուզում եմ մի բան խոստովանել ձեզ Я хочу просто признаться вам кое в чем, իսպավեդվեց դաժե исповедоваться. իմ մեծագույն թշնամին Мой величайший враг դա մեղքը չի это не грех, դա աշխարհը չի это не мир, դա սատանան էլ չի это даже не дьявол, դա իմ էգոնա это мое որը эго, հողա որպեսի մեղքը գա չարը գա աշխարհը գա իմ մեջ которое является местом, которое притягивает грех, которое притягивает мир. Դրա համար ասեց ով չուրանա իր անձը Именно поэтому сказал, кто не отречется себя. Հիսուս ասեց նա գալիս է Иисус сказал, что Он приходит, բայց իմ մեջ բան չունի но во мне ничего нет. իսկ մեր մեջ ցավոք սրտի կա էգո А, к сожалению, в нас есть это наше эго. եւ մեր կյանքի բոլոր տառապանքները И все трудности нашей жизни, գնում են ինպաս ջախջախելու կոտրելու այդ էգոն они приходят, чтобы разрушить это Էվան эго. Ռոբերտսին դա հաջողվեց Էվան եւ Ռոբերտսը- ամբողջ Ուելսի բոլոր բանտերը փակվեցին Это ոստիկանությունը մատնվեց անգործության И в Уэльсе все тюрьмы были закрыты. Полиция, она действительно была без дел. Ջոն Վեսլին Джон Уэсли. հարցրեցին ինչպես եղավ որ քո միջոցով այսքան մեծ արտնություն եղավ Его спросили, как это получилось, что через тебя пришло такое великое пробуждение? ընդեղ Он сказал, там, հերու вдали. միզոհասեղան տեսա Я увидел стол для жертвоприношения, իմ ծնկերը դողացին и мои колени начали дрожать. ես հասկացա որ դա ինձ համար է Я понял, что этот ես жертвенник для պետք է меня. գնամ պարկեմ այդ Я должен զոհասեղանի пойти туда վրա и лечь на него. ես դողդոջուն ոտքերով բարձացա եւ И պարկեցի он сказал, զոհասեղանի с վրա дрожащими ногами я поднялся туда, и я лег на этот жертвенник. եւ կրակ իջավ И сошел огонь, եւ վառեց ինձ и сожег меня. եւ մարդիկ հավաքվեցին տեսնելու այդ И կրակը люди собрались, чтобы видеть этот огонь. եւ դա կոչվեց արտնություն И это назвали пробуждение. իմ եւ քո համար Для нас կա զոհասեղան есть жертвенник. Աստծո կրակը դարդակ սեղանի վրա չի իջնի հիշեք Помните, что огонь Божий не сойдет на пустой жертвенник. Եվ ես պետք է պարկենք այդ Мы զոհասեղանը должны прийти и лечь որպեսզի на этот արտնության կրակը жертвенник, իջնի այնտեղ чтобы огонь ցավում եմ որ пробуждения ինձ էլ сошел. թեր լրիվ չի հաջողվում
Ես գնում եմ այդ К ճանապարհով։ сожалению, даже мне это не удалось до конца. Я иду по Ես этому գնում եմ այդ пути. Я иду по ճանապարհով։ Եվ этому կոչ пути. եմ անում նոր սերնդին։ Я призываю Գնացեք այդ новому ճանապարհով։ поколению, идите по этому Եթե пути. ուզում եք հայոց ազգը փրկվի, Если вы хотите, чтобы армянский народ был спасен. Մեկ եւս Սմիթ Վիգեսֆորդի մասին էլ ասեմ Я еще ավարտում։ хочу сказать кое-что о Смите Виггинсворте и завершить. Մի օր իր Փեսան գրում է, որ երկրորդ հարկում մեր տան մեջ ասում է աստիճաններ կար, որ բարձրանում էր իր Однажды աղոթասենյակը։ писал, его зять писал, что в нашем доме есть одно место это на втором этаже, которое идет через лестницу, в ту Смит комнату, где он այնտեղ молился. աղոթում է։ И Смит там молился. Եվ ասում է մենք թե էինք խմում։ И он говорит, мы пили чай, Հանկարծ դուռը բացվեց вдруг дверь открылась, եւ այդ Աստծո մարդը и этот человек, կարակների մեջից դուրս եկած լինի։ он как бы вышел Կանգնեց աստիճանների из огня, վերևում։ он стал на Բոլորս ступеньках, թողեցինք նայում ենք նրան։ мы все оставили, мы смотрели на него. Ասեց, գիտեք ինչ ասեց քիչ առաջ ինձ Հիսուս։ Он сказал, знаете, что Иисус мне сказал? Նա ինձ ասեց. Он мне сказал, Սմիթ, Смит, ես քեզ կայրեմ այնպես, я так тебя зажгу, որ քեզանից ոչինչ չի մնա, что от тебя ничего не останется. բայց միայն Հիսուսը։ Только Иисус, кроме Иисуса. Փառք Տերոջը։ Слава Господу Այսպիսի մարդկանց համար։ за таких людей. Եվ եթե մենք ուզում ենք, И если мы хотим, որ մեր կյանքերի մեջ այդպիսի բաներ чтобы կատարվի, такие вещи происходили в нашей жизни, մենք պետք է դրա գինը վճարենք։ мы должны платить за это цену. Կներեք մի դեպքեր կպատմեմ ինձանից եւ կավա։ Простите, расскажу еще один случай из моей жизни, и мы закончим. Այդ նույն ֆիզմա դպրոցում В той же самой школе физико-математической. Սիրելի հույվ Արթուրն հանձնարարել կատարել Опять պետք է потому կատարել։ что пастор Артур сказал мне так, что я это делаю. Մի տղա կար, Там был один парень, շատ նիհար էր очень худой եւ ֆիզիկապես շատ թույլ։ и физически очень слабый. Եվ իմ մանապաշխար վաղ И когда я был не покаявшимся, իրան հենց ծեծում էր փախնում էր թաքնվում իմ հետևը ինձ как ասում только его били, он приходил и прятался за моей спиной. կան մեր հետևը Ռաֆայել ջան ասա էլի Он սրան говорит, Ռաֆայել ջան։ Рафаэл, да скажи им, пожалуйста, скажи. Եվ չէի թողում որ իրանց։ И я не позволял никому бить его, Հենց обижать его. ապաշխարեցի, Как только я покаялся, սա դարավ իմ դահիճը։ он стал моим Ուժեր палачом. չուներ։ У Ուժեր него չուներ։ даже сил не было. Որ մի հատ տայ պատով փշուր կթափ։ Если бы я просто его один раз ударил, он бы просто Բայց отлетел к քանի որ стенке и հավատաց- разбился бы. բայց քանի որ հավատացան էր, Ну, поскольку я был ինքը верующий, էլ гիտեր այդ մասին։ и он тоже знал, что я Շատ верующий, դաժան էր ինձ հետ он վերաբերվում։ очень жестоко со мной обращался. Մի օր Однажды դասապատրաստման սենյակում պատմության գիրքը արխիվս էր, я сидел с учебником истории в комнате, где мы готовили уроки, մարդ չկար։ и никого не было. Եվ մեկ էլ դաս էի սովորում, И я просто մեկ учился, էլ ներկայությունը իջավ։ и вдруг присутствие Господне сошло. Այնքան հաճելի էր։ Это было так Ես приятно. ընդհանրապես երբ որ ինքը գալիս էր ոչինչ չէի խոսում։ Вообще, когда он приходил, я Աչքերս ничего не փակեցի говорил. լուր նայում էի իրան։ Я закрыл свои глаза, я просто смотрел, я просто Ում наслаждался. ասես խորամանկը Но դրան պատուհանից տեսնում ա Но որ этот парень, он смотрит через окно, դրան պատուհան։ через дверь, Որ ես աչքերս փակ վերև եմ նայում նստած։ что я просто закрыл глаза и вот так смотрю наверх. Կատուն ոնց է Вот как Отцу кошка, он начинает подходить, он открыл дверь, и тихо пришел до меня. Ո՞վ չտվեց մի հասի И վեր թռա։ так ударил меня, я просто вот так. Վեր թռա, տեսնեմ И вижу, այս Վիժու Ռուբիկն его։ հապետյանն։ и вижу этот Рубик на аппете. Հիմա մտածից այդ ներկայությունը կա, մտածից Я думаю, это присутствие сейчас здесь. նայում եմ ուժեղ մենակ սրտից։ Я смотрю только в мое сердце. Ասում եմ հիմա եթե ջղայնանամ, Если я сейчас այս рассержусь, ներկայությունը գնա։ это присутствие уйдет. Եթե ծաղամելի կգնա։ Если буду смеяться, опять уйдет. Ասում եմ Ռուբիկ ջան, Я говорю, Рубик Джан, խնդրում եմ քեզ, пожалуйста, թող գնա։ Թող գնա։ иди сейчас отсюда. Մի 5 րոպե գոնե։ 5 րոպեից հետո արի ինչ ուզում ես արա։ Хотя бы 5 минут. Потом через 5 минут приходи и делай, что хочешь. Ասավ աղբիցի մինուտ կայա, հա։ Он сказал, у тебя 5-минутка, да, сейчас? Հիսուսին ես տեսնում։ Ты что, Иисуса видишь? Вот тебе. Տվեց ու տվեց։ И начал меня бить и бить. Ոչինչ չեմ անում։ Я ничего не Որ делаю. շատ ծեծեց հոգնեց։ Когда он меня Ինքը очень ֆիզիկապես թույլ էր։ много начал бить, он устал, потому что он был Թողեց слабый. գնաց։ И он ушел. Գնալու ժամանակ ասի Ռուբիկ ջան, մի բան ասեմ ու Когда գնա։ он ушел, я сказал, Рубик Джан, я тебе кое-что скажу, и только тогда иди, хорошо? Երբ որ մարդու ծեծում են, Когда человека бьют, դա շատ վատ եղանակ է, անձրև, ամպ, շատ վատ է սա։ знаешь, всегда все очень плохо тогда. Դոժձիկ, Это как մառասի, дождь, тучи и так далее. Հա։ Երկինք ամպոտա, բայց ասում եմ
երբ որ մարդ հայցելվում է, դա արև է, երկինք Но այնքան когда լավ է։ Господь посещает человека, это как чистое небо, это как солнце светит. Բայց ամենալավ եղանակը նա է, որ համ արևը համ անձրև։ Но самая лучшая погода это когда и солнце светит, и дождь идет. Ասավ, հա, հետ Он եկավ։ говорит, да, он вернулся. Այնքան էր Հիսուսից տվել, Он так много ударил меня по этому плечу, երբ որ այցելությունս գնաց, ուսս ուզում էի բարձրացնել, չբարձրացա։ что как только присутствие Господа ушло, я хотел поднять руку и не смог. Կարճ ասեմ։ Ладно, скажу коротко об этом. Մի անգամ էլ աստիճաներով իջնում էի ձմեռ էր։ Еще один раз я спускался по лестнице, была зима. Մեկ էլ այնպիսի ուժեղ բան սենց մեջքիս եղավ, ուզեցի օդ շնչեմ չեղավ։ И я почувствовал такой сильный удар по спине, я хотел просто дышать, у меня не Դու մի ասա, получилось. այս անգութը Но этот- ձմեռա, սապոգով, քացով մեջքիս խփելա։ Этот, Անենց տվեց этот ոլորտը парень չէ։ зимой ударил Որ сапогом по շրջվեցի, որ спине. տենամ ես ինչա։ Դեմքս շատ հաճելի իր համար դիրք ընդունեց, մի հատ էլ ապտակ տվեց ու փախ։ Когда я повернулся, чтобы просто посмотреть, кто это, мое лицо приняло очень хороший вид для него, он еще раз меня ударил по лицу после Երբ որ этого. գնում ենք ճաշարան, ինքը դիտտավորյալ միշտ իմ սեղաններ նստում։ Когда мы шли в столовую, он Ушадիր նայում ես, всегда сидел Ուշադիր за моим նայում ես столом, նայում էր դեմքիս։ смотрел на мое лицо. Եթե ես հանկարծ մոռանում եի սեղանի համար մտքումս աղոթել, ասում էր՝ «Վայ, Տեր հայր, մոռացար սեղանով»։ Если я вдруг забывал молиться пищей, он говорил: о, святой отец, ты забыл помолиться? Զարմանում եմ, ասում եմ՝ «Մտքերս էլ գիտես տղա»։ Я просто был удивлен, говорил: ну что этот парень от меня хочет? Однажды Մի անգամ ուզում էի տանիք գնայի, я хотел поступить աղոթելու, на միշտ крышу, գնում էի տանը։ чтобы молиться, я всегда ходил Ինքը на ջոկեց, крышу. հետևիցս գալիս։ Он понял, и он идет за мной. Դուս ա գալի ճավում ա տղեկ, ես Выходит. աղջիկներ, ես տղեն սուրբա գնում աղոթելու, И кричит: ախմեններս։ девочка, девочка, этот парень святой идет молиться, я иду Ճիշտ назад. ասած, որ ապաշխարել է աղջիկեքից շատ է ամանչում։ Потому что когда я покаялся, Видишь, я очень стеснялся девушек, всегда прятался. Հերթական անգամ։ Իշ է Ես ուզում եմ դուս գամ չի թողում։ Когда я хочу Չի выходить, երկարացն, ասի, он не позволяет. ուժեղ ձևով հրեն։ Я сказал: я его толкну. Ինքը կգնա խորքերը, մինչև ինքը գա ես կփախնեմ։ Пока он отлетит, я уйду, а потом мы вернемся. Я его Մինչև возьму. հաս աստիճաներ ճբած տեսավ արդեն աստիճաների վրա հետևից զբաղնա երրորդ հար։ И когда я уже пошел к лестницам, он кричит за мной, он идет второй этаж, третий этаж, четвертый. Когда он дошел до Ասում меня, Աստված ջան, չեմ կարող ոչ կարդամ ոչ աղոթեմ, Господи, կարդալու վաղ։ я уже не могу. Գիրքը հանում եմ դից անհոր եւ я уже не могу ни читать, ни молиться. Я открываю книгу, он говорит: во имя Отца и Сына. Я ничего не могу делать. Ծարավը ինձ խեղդում է։ Я больше не могу, у меня жажда духовная. Что мне делать? Որ հասավ վերև, Когда он уже дошел туда, ասա դա ինչ ես ուզում։ я говорю: ты что ты хочешь от меня? Ու ձերս ինձ ինքը թույլ է։ Ձերս Я просто взял его руку, շատ թույլ ցած сделал մեջի вот վրա так, մի բան очень- չտած ու սա վայ Очень слабо. И услышался какой-то звук, и он упал. Потому что он был очень слабый. Մեկ էլ նարդվաներով կուզեկուս իջավ փախավ։ Ասերա գնամ տենամ ինչ։ Но вдруг он начал спускаться быстро по лестницам и убежал. Գնամ տենամ սաղին հավաքել ասմա։ Հա, ես այդ ժամանակ ինձ իմացա Սուրբ Հոգին հեռացավ ինձնից 16-17 տարեկան։ Мне было 16-17, я подумал, что все, Святой Дух меня оставил после этого. Բայ երևի գնալ։ Я говорю, Ցածր լեզուներով մի երկու բան ասեցի, տեսա, ասի փարքես դեր չի И вдруг գնացի։ я начал молиться на языках, сказал пару слов, говорит: ну слава тебе, Господи, он Գնամ ушел. տենամ հավաքելա սաղին իր գախին ասմա ժողովուրդ Я ушел. ռաֆը տարավ ինձ կրիշ ձերս ջարդեց սկսեց աղոթել ասել ով Աստված փոխանակ ես քո ոչխարների կոտրած ձերքերու թևերը բուժեմնանց առողջ թևերն եմ ջարդում սաղցի ծաղում եմ Я спустился, он собрал всех ребят, говорил: Рафаэл, встань на крышу, сломал мне руку и начал молиться: о Господи, вместо того, чтобы исцелять твоих больных, а ведь я калечу здоровых. Все смеялись там. վերջի օրը եւ արթնության սկիզբը ասել Самый Вот последний это да. день и начало пробуждения. Такое. մի օր ծոմ եմ պահել Однажды я пощусь. եկել եմ լվացարանը ընդհանուր էր թե աղջիկների թե տղաներ եկել եմ լվացվում եմ որ գնամ հաց Я ուտել пошел, чтобы умыться, потому что это место, где мы умылись, было общее и для, ես и для չնայեցի мальчиков, и для բայց զգացի девочек. որ աջ կողմս աղջիկներ են լվացվում Я не посмотрел, но почувствовал, что с правой стороны были девушки, которые умывались. լվացվել վաղ տեսա այս տղեն եկավ ձեռները ցեխ լռի Я вижу, что он пришел, руки в грязи все. ոնց որ գազարցանած էր սա Он как бы на грядке работал, հա морковки сеял там. այս ձեռքերը դրեց ջրի տակ Он поставил руки под ու воду. այս ցեխաջուրը այդ աղջիկներն ներկան որ չծփնեց И в присутствии этих девушек он просто вот так с грязью всю воду на меня. ես շատ վիրավորվեցի Я очень сильно обиделся на него. էլ ախորժակ էր չունեի Я больше ничего не хотел сделать, не хотел Ստեցի լացել, кушать.
Я пошел на крышу, начал плакать долго. Я сказал: Господь, помоги мне. Он мне не позволяет молиться и читать. На следующий день я сижу на стуле, он пришел, сел рядом со мной. Он сказал: Рафаэль, я уже верующий. Я говорю: пожалуйста, хотя бы один день оставь меня в покое. Он говорит: если ты настоящий верующий, ты должен почувствовать, что я уже изменился. Я просто не знал, что сказать. Он сказал: ночью, потому что он ходил в Ереван, он жил там. Он сказал: ночью скорая помощь пришла. Я был в ужасном состоянии. Я просто кричал, я бежал, я был в ужасном состоянии, мой брат меня поймал. Такое черное облако вошло в мою комнату. И я был в ужасе. И вдруг я увидел, что кто-то на кресте. И когда я смотрел на его лицо, иногда его лицо было как твое лицо. Иногда. Я вспомнил это место, где написано, что тот, кто касается моих детей, касается меня. Он сказал Павлу, когда он еще был Савлом: почему ты меня гонишь? Он сказал: пожалуйста, прости меня. Если ты этой ночью меня не простишь, я этой ночью умру, если ты меня не простишь. Пожалуйста, я просто сожалею обо всем, что сделал. Я сказал: пошли на крышу. Мы пошли туда, и он покаялся. Внимательно слушайте. Սեփական արժանապատվություն, ինքնահավանություն, դիրք, փառք, ամեն ինչ պետք է թողնել։ Надо оставить все. Գինը պետք է վճարել արթնության։ Տասնյակ երիտասարդներ այնտեղ դարձեք անապաշխարեցին, ոմանք հիմա եպիսկոպոսներ են բարձր աստիճան։ Надо оставить все, просто свою славу, свое я и все такое мы должны всем пожертвовать. Եթե ձեզ անարգեն, դուք փառք տակ Աստծուն, եթե չարչարեն, խոնարհաբար տանեք, եթե գինը վճարեք, ինչպես վճարեց այն Թիֆլիսի տոլիկը, ինչպես վճարել են մեր նախնիները, հիմա այդ էստաֆետան հասելա ձեր ձեռքը, գինը վճարեք հանուն հայ ազգի փրկության։ Десятки ребят оттуда покаялись, некоторые стали епископами. Так что если вы сейчас заплатите цену, как заплатил Толик, как другие, то многие люди придут ко Христу. Аминь.